Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступаем к новой теме, называется «Накос шак» или «Истинное настоящее время» или так называемое «Продолженное настоящее время». То есть я говорил на прошлых занятиях, когда мы проходили так называемое «Настоящее будущее время», которое говорит сразу и о настоящем времени, и о будущем, что если мы хотим что-то передать именно в настоящем времени, то лучше как бы добавить слово «вообще». То есть и тогда получается моменты типа «я вообще работаю», «я вообще читаю много книг», «я вообще не ем конину», допустим. Это говорит о том, что человек что-то делает, но не прямо сейчас, а в целом это есть в его жизни. Не в момент разговора. То есть, но есть, оказывается, время, когда вот он что-то говорит, и это прямо сейчас происходит. Например, если я говорю «я сейчас работаю», и в этот момент я работаю, то используется вот это особое время. И, друзья, нам нужно запомнить два новых слова. И мы их не будем переводить, хотя переводятся они тривиально и понятно, но мы не будем в этом уроке их приводить. Хотели бы, чтобы вы просто запомнили эти два слова. Это слово «жатер» и слово «water». И теперь между ними поставили знак равенства. То есть на сегодняшний день, на нашем уровне знания казахского языка, для нас это будут как бы одинаковые позиции. Хотя на самом деле есть какие-то незначительные разницы между ними. Так вот, смотрите, что мы делаем. Мы берем глагол, убираем букву «у», добавляем букву «п». И давайте возьмем пример глагола «steal» – «делать». И сейчас мы скажем «я сейчас делаю». И что у нас получается? Смотрите. «Мен степ жатыр» и добавляем «мен». Или «мен степ отырмын». Получается две конструкции. «Мен степ жатырмын», «мен степ отырмын». И они обе переводятся «я сейчас делаю». То же самое теперь со словом «ты». Сен степ отырсың, сен степ жатырсың. Теперь со словом «вы». Сіз степ жатырсыз, сіз степ отырсыз. Со словом «мы». Біз степ отырмыз, біз степ жатырмыз. И осталось третье лицо. Это «я», это «он», «она», «они», «ол» или «олар». И добавляем «ол степ жатыр». То есть ничего не добавляем. Нулевое окончание. «Ол» или «олар степ жатыр». И на этих примерах вы можете отработать истинное настоящее время, которое происходит прямо сейчас. С новыми двумя словами «жатыр» и «отыр». Друзья, а теперь поработаем с глаголом «жазу». Я специально взял этот глагол, потому что, смотрите, когда вы уберете букву «у», у вас остается «жаз». И теперь вам нужно «п» прибавить. И вы понимаете, после «з» вы не можете «п» прибавить, потому что вы не сможете, это не будет читабельно. И вам нужно поставить буферную гласную, какую твердую, из 7 букв «а», это и будет звучать «жазеп». И все. И теперь мы говорим «я сейчас пишу». Вы говорите «мен жазып жатырмын» или «мен жазып отырмын». То же самое. Ты сейчас пишешь «сен жазып жатырсың», «сен жазып отырсың». Теперь вы «сіз жазып жатырсыз», «сіз жазып отырсыз». Теперь мы «біз жазып жатырмыз», «біз жазып отырмыз». И осталось он, она, они, олар жазып жатыр, ол жазып отыр. Друзья, у нас есть два исключения. Это глагол бару и глагол келю. И еще два производных от них. Это глагол апару и акелю. И вот у этих глаголов, то есть вы видите бару и апару, это глаголы семейки А, и глаголы келю, акелю семейки Е букв. И поэтому вы в первом случае добавите букву А, во втором букву Е. То есть у нас получаются следующие форматы. Бара, или апара, или келе, или акеле. И то есть вы не прибавляете к ним букву П. Это не будет барып, апарып,
келеп, акелеп. Вы прибавляете именно а и е. И получается у нас следующие формулировки. То есть я сейчас иду. Мен бара жатырмын. Сен бара жатырсың. Сіз бара жатырсыз. Біз бара жатырмыз. Ол бара жатыр. Друзья, и то же самое вы проделаете со словом апару, келю и акелю. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем свой урок. Встретимся на следующем уроке.